За полчаса до мероприятия в холле детской художественной школы стали собираться участники конкурса. Многие пришли со своими болельщиками, по совместительству родителями. Здесь же и внушительные коробки с призами для победителей. Призы будут очень интересны, они стимулируют детей на дальнейшее творчество. Призы большие. Мы видим, что у нас в городе очень много интересных творческих детей. Но они все как-то не на виду, не на слуху. Хотелось как-то их поощрить. И вот волнительный момент награждения наступил. По признанию организаторов конкурса, определение победителей было задачей чрезвычайно сложной. Все творческие работы претендовали на первые места. Но конкурс есть конкурс. Юная Даша стала победительницей в младшей возрастной группе. На конкурс нужно было представить не более 3 работ. Даша принесла 70, предложив самому жюри выбрать из них 3 лучшие. Такое стремление к победе не осталось незамеченным. Среди победителей много учащихся детской художественной школы. И это понятно, ведь юные художники и без конкурса ежедневно занимаются рисованием. За талант и усердие авторам лучших городских пейзажей вручили заслуженные призы и грамоты. Единственное требование было такое, чтобы это была поистине творческая работа. То есть человек сам придумал что-то в тему «Мой любимый город» и реализовал. Реализации самые разные у нас. Мы даже поражались, когда начали приносить работы. Конечно, большинство работ было из художественной школы, да, это изобразительная живопись и так далее. Но было очень много интересных по технике работ. Было интересные, там и витражи приносили, и поделки приносили, и скульптуры маленькие лепили из глины. Очень интересно. Победительницей среди взрослых стала Ася Биджиева. Над своей работой она трудилась почти 8 месяцев. А когда пришла в магазин «Офисная планета» за рамкой для своего творения, ей предложили принять участие в конкурсе. Как показало время, не зря. Это была вышивка крестом по канве. Это был пейзаж, очень красивый. 7,5 месяцев заняла у меня эта работа. А давно вы занимаетесь вообще творчеством? Нет, это любительское занятие. Я этим занимаюсь года 4, наверное. В каждой возрастной категории были определены по 3 победителя. Однако участники, не занявшие призовых мест, также остались довольны. Им вручили поощрительные призы. Спасибо! Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.